Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Башкирский государственный театр кукол присоединяется к проекту «Сидим дома» и предлагает вашему вниманию онлайн-проект «Сказка на ночь». Артисты нашего театра будут читать вам каждый вечер сказки народов мира. Ведь не зря слоган Башкирского государственного театра кукол «Подарите детям сказку». Именно в театре кукол живут самые настоящие чудеса. Мы желаем всем вам приятного просмотра. Итак, сказка начинается. Вы узнали меня? Я баба Шура из спектакля «Школа пешеходов». Мне оказана честь открыть цикл передач «Сказка на ночь». И актриса нашего театра Ольга Шарафутдинова прочитает башкирскую народную сказку «Старик и великан». Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем передачу «Сказка на ночь». Послушайте, пожалуйста, башкирскую народную сказку «Старик и великан». Жил когда-то старик со старухой. Старик ставил селки на тетеревов, тем они со старухой и кормились. Вот пошел однажды старик проверить петли. По дороге нашел воронье яйцо, положил его в карман. Подошел к селкам и видит: одна петля затянута. Был, значит, тетерев, да кто-то его вытащил. В другой петле застряла сорока. Старик взял ее, посадил за пазуху, осмотрел следы вокруг и подумал: я найду вора. Он побежал по следам и оказался в глухом лесу. Следы привели к большому бревенчатому дому. Старик вошел и увидел великана, который ощипывал тетерева. — Это мой тетерев, — говорит старик. — Этот тетерев того, кто сильнее, — говорит великан. — Давай состязаться. Победишь, возьмешь не только тетерева. Я дам тебе мешок золота. И великан рассмеялся. — Я согласен. Давай состязаться, — говорит старик. Сначала будем выжимать воду из камня. — Это нетрудно, — говорит великан. Они вышли из дому. Великан схватил камень и так его сжал в кулаке, что камень рассыпался в песок. — Ты искрошил камень, — говорит старик, — но воду выжать не смог. Посмотри теперь на меня. Старик сжал в кулаке воронье яйцо, и оно вытекло у него между пальцев. Великан удивился и говорит: да, ты сильнее. Теперь давай состязаться в ловкости, говорит старик. Мы будем ловить птиц на лету. Вон летит ворона, догоняй. Великан погнался за вороной, но не догнал, с пустыми руками вернулся к старику. Нет, сказал он, у меня не получилось. Посмотри теперь на меня. Вон летит сорока, сказал старик и погнался за птицей. Вскоре он вернулся, вытащил из-за пазухи сороку и показал великану. Тут еще больше удивился и даже испугался. Этот старик сильнее и ловче меня. Он опасен, надо его погубить, подумал великан и говорит: давай поужинаем и ляжем спать. Завтра я отдам тебе мешок золота. Ты как спишь? — Я, когда сплю, принимаю вид вязанки хвороста, — говорит старик. — А ты как спишь? — У меня, когда сплю, изо рта вырывается огонь, а из носа идет дым, — говорит великан. Они поужинали и легли спать. Старик дождался, когда у великана изо рта вырвался огонь, а из носа пошел дым, осторожно встал, положил на свое место вязанку хвороста, прикрыл ее своим халатом и спрятался. Вскоре великан проснулся. Он тихонько вышел из дому, принес огромный камень и бросил его на вязанку хвороста, а потом лег и снова захрапел.
Утром старик разбудил великана и говорит: «Этой ночью мне снилось, будто я спал под елкой, и на меня упала еловая шишка». Великан думает, камень с величиной с копну ему показался еловой шишкой. Да, он сильнее меня. И говорит: «Вот тебе, старик, мешок золота, бери, он твой». Старик думает, мне его и от земли не оторвать. И говорит: «Ты подарил, ты и принеси его ко мне домой, а я тебя угощу». Великан взвалил мешок на плечо, и они пошли к старику. Подошли к юрте, старик кричит: «Эй, старуха, вари мясо, угощай гостя». Старуха вышла и говорит: «Где мясо? Какое мясо? У нас нет ничего». «Свари ноги позавчерашнего великана», — говорит старик. Старуха поняла его и говорит: «Ты, старик, стал забывчивым, сам же вчера их съел». Великан, как услышал эти слова, бросил мешок на землю и побежал к лесу. Бежал, бежал, встретил лису. Она спрашивает: «От кого бежишь, великан?» «От страшного старика. Они со старухой чуть меня не съели». И великан рассказал все, что с ним случилось. Лиса говорит: «Глупый ты, великан! Старик тебя обманул. Он не выжил воду из камня. Он в руке раздавил яйцо. И птицу он не поймал. Она была у него за пазухой. Обманщика надо проучить. Пойдем вместе». «Нет, я боюсь». «Не бойся, держись за мой хвост». Великан взялся за лисий хвост. Вместе они пошли к старику. Старик их увидел, выбежал навстречу и закричал: «Спасибо, друг лиса, ты хорошо мне служишь. Веди, веди его сюда. Это тот самый, который только что сбежал. Давай его вместе съедим». Услышал великан эти слова, повернул назад и пустился на утек. И с тех пор никогда в этих местах не показывался. А старик со старухой взяли мешок золота и стали жить припеваючи, да и теперь живут. На этом наша сказка сегодня, ребята, закончилась. Ой, кажется, тетя Шура хочет мне что-то сказать. Дорогие ребятки, важная информация. Я забыла вам сказать, что наша передача будет выходить каждый день ровно в 21:00 на нашем YouTube-канале. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Спокойной ночи.